Привет, меня зовут Александр, мы находимся в местечке Париж, и здесь мы делаем ремонт кровли из шингласа. Сейчас просто вырываем шинглас и будем переделывать крышу. В доме были проблемы, здесь на крыше была наледь, и этот лед спускался аж по стенам дома. Всю крышу переделываем, сняли шинглас, снимаем вот единственные тут подкладочные ковры по индовии, там по краям были, да, снимаем гвозди, которыми они ее приколачивали, торцевые планки, и вот это все в утиль. Заново покупаем ОСБ, подкладочные ковры нормальные, заново аэраторы, заново ветровые планки, заново частично утеплитель. Очень дорого это все переделывать крышу. Очень дорого. Лучше изначально сделать хорошо. А посмотрите, как надо правильно делать кровлю. Сделали утепление крыши, потом настелили изоспан АМ. Прочная, надежная пленка, работающая как ниппель. Она со стороны утеплителя выпускает конденсат, а со стороны кровли не пропускает в утеплитель. И утеплитель полноценно выполняет свою функцию, сохраняет тепло в доме. Далее мы сделали из бруска 50 на 50 вентилируемый зазор. То есть там сейчас между брусками проходит воздух со стороны карниза. Далее набили обрешетку из доски дюймовки. На нее далее настелим ОСБ плиту, потом подкладочный ковер, а потом уже гибкую черепицу, мягкую черепицу шинглас. Вот такой серьезный, хороший пирог. Этого здесь не было. А было вот так вот. Просто утеплитель, потом пленочка, потом вот так вот как-то досок накидали. На это все ОСБ, вот она. Потом без особых подкладочных ковров сразу шинглас, ну и пойдет. Никакого. Здесь потом поставили аэратор чисто для вида, и на этом все закончилось. Никакого продувания не было, поэтому вся крыша покрылась льдом, и этот лед пошел на стены. То есть теплопотери в доме были большие, траты на отопление дома были очень большие. Какие были причины? Первая причина – плохое утепление дома в местах соприкосновения кровли со стеной. То есть там утепления практически не было. Вторая причина – не был нормально сделан подкладочный ковер. Причина номер 3 – была закрыта вентиляция подкровельного пространства. Как вы видите, вот доска идет по коньку на всю длину. То есть она закрывает поток воздуха. Со стороны карниза воздух должен поступать, а в районе конька выходить. Для этого здесь делается зазор и ставится аэратор. Аэратор строителями был поставлен, но бесполезен, потому что вот эта доска и закрывала поток воздуха. Также были проблемы и по яндове, вот этому угловому соединению. Здесь идет сдвоенная доска. И между этими сдвоенными досками был мостик холода, то есть проходили свищи. Вот и все. То есть все тепло проходило через эти доски и образовался лед. Вот мы видим две сдвоенных доски. Здесь мы все проконопатили. Специальной пленкой сверху покрыли. Еще закрываем джутовым ватином. Сверху еще пойдет брусок. Далее гидропароизоляционная пленка изоспан АМ. Далее обрешетка. И потом уже пойдет ОСБ плита. Вот она. Вот это уже наша работа. Мы настелили изоспан АМ. Далее сделали бруски для вентиляции подкровельного пространства. Настелили ОСБ. Сделали подкладочный ковер. И уже настилаем шинглас, мягкую черепицу. Здесь же, конечно, по коньку мы сделаем вентилируемый зазор. И поставим аэратор, чтобы крыша дышала и лед не образовывался.